они, это, когда, вот, помните, был лозунг такой, мы говорим партия, подразумеваем народ, или наоборот это было, мы говорим народ, подразумеваем партию. Когда сегодня мы говорим о Путине, мы подразумеваем Кадырова, когда говорим о Кадырове, мы подразумеваем Путина. Они это одно целое. Никогда Путин, что бы сегодня оппозиционеры или блогеры не делали, критикуя или высмеивая Рамзана Кадырова, Путин никогда, ни при каких обстоятельствах не накажет его, не отстранит его от должности. И Рамзан Кадыров никогда, кто бы что ни предполагал и не говорил, что он вышел из-под контроля и что он не подчиняется или может выйти, он никогда не выйдет из-под контроля. Он всегда будет послушным и верным сыном Путину. Я не иронизирую. Путин так и сказал, что он ему как сын. И Кадыров каждый раз заявляет о том, что Путин для него это все. И поэтому в данном случае я совершенно серьезно знаю, что у Путина есть единственный один союзник в мире, как в России, так и в мире, это Рамзан Кадыров, на кого он может положиться все 100%. Я объясню, что я имею в виду. Есть, конечно, ФСБ, есть, конечно, Министерство внутренних дел, есть Бортников ФСБ, это его друг и преданнейший человек Путину. Вот МВД есть Золотов, преданнейший, ну он замминистр пока, но он в ближайшее время станет министром внутренних дел. Это преданнейший человек. Шойгу – это преданный человек, министр обороны. Но дело в том, что вот эти ведомства, которые возглавляют очень надежные и преданные люди Путина, они неоднородные. Там есть очень много людей, которые лютой ненавистью ненавидят Рамзана Кадырова. И за то, что Путин сотворил этого Рамзана Кадырова, не любят Путина. И в любой момент они могут предать и Путина, и Рамзана. И в этой ситуации, кто никогда не предаст Путина, так это Кадыров. И вот те чеченцы, которых Кадыров называет пехотинцами, они тоже не предадут Путина, потому что Путин, в принципе, сегодня выступает, он олицетворяет собой антироссийский режим. А вот эти пехотинцы, которых сегодня Путин вооружил и которыми командует Рамзан Кадыров, это те мальчики, которые бегали под бомбами российскими. Им было 7, 8, 9 лет. И у них в памяти очень четко все это сидит. И они, каждый из них, кто-то из них, почти все из них потеряли близких им людей. Они никогда не смирятся с тем, чтобы они стали рядовыми гражданами или обычными гражданами России и российского государства. Они сегодня держат этот флаг, потому что им это сегодня выгодно. И потому что антироссийский режим Путина, он ведет, на самом деле, он ведет к развалу России. И он приведет к ее развалу. И в этом случае интересы вот так называемых пехотинцев Путина в лице тех чеченцев вооруженных, Рамзана Кадырова, они совпадают, потому что не станет Путина, в принципе, он будет до тех пор, пока он не приведет, ну, скажем, к конечной точке Россию, как русские говорят, не доведет Россию до ручки. А вот когда он уйдет или умрет, или там, ну, он не уйдет, значит, еще как они рассчитывают, они в принципе в этом открыто говорят, что им еще до 24 года они будут править, а там, они говорят, а там или Ишак сдохнет, или царь помрет. Как говорится, есть время. Поэтому я думаю, что они стоят друг друга, и они не предадут. И для Кадырова, сейчас для Путина я сказал, почему Кадыров важен, а для Кадырова, для приемного сына Путина, опять я не иронизирую, потому что и он, и они об этом говорят. Путин для Рамзана сделал больше, чем его родной отец, все родственники и весь чеченский народ. Путин при родном отце он влачил так бы жалкое, бедное существование, о чем он все время по телевидению и говорит. А сегодня при приемном отце Путине он стал самым богатым человеком в России.
самым богатым человеком. Я не оговорился, я имею в виду, исчисляя миллиарды. Да, кто-то там по Форбсу, кто-то больше, кто-то меньше, но Рамзан в любое время может вынудить любого российского миллиардера выплатить ему столько, сколько ему надо. Причем он это и делает. И когда он клянется, что те замки, которые он построил, они построены не на бюджетные деньги, он прав, он совершенно прав, он не врет. Он эти деньги забирает у них. И самое главное, конечно, он стал самым влиятельным человеком в России. Без преувеличения, самым влиятельным человеком. И поэтому, как вы думаете, когда-либо Рамзан захочет отказаться от этих двух привилегий? Конечно, нет. И поэтому вот эти две привилегии, которые он имеет, они напрямую зависят от бытности Путина президентом. И поэтому я говорю о президенте, о Путине как о президенте. И он будет держаться за Путина, пока он президент. И он будет делать все, чтобы Путин был президентом. Поэтому вот эта связка, она очень прочная, очень сильная. И я не вижу, что сегодня нет в России тех сил, которые могли бы их как бы рассорить. А вот эти жалкие поползновения на Кадырова, это говорит больше о их слабости и несостоятельности. Но если бы они хотели бы бороться с режимом, то они говорили бы не о Кадырове, а говорили бы о Путине, который создал этого Кадырова. Они это не могут сделать, потому что Путин не один его создавал, а вместе с ними. И вот такая у них сегодня дилемма. Я считаю, что и думаю, что это впустую, то, что они сегодня затеяли.